щак-щак. Щак-щак. Да, не чай, а щай. Щай даже. Вот так вот будете говорить. В Казани были, щай пили, щак-щак ели. Щай пили. Да. Я теперь чувствую себя человеком лучше, с большой буквы «щ». Буквально через несколько минут я познакомлю вас с еще одной татарской красавицей. Только в этих глазах можно утонуть. Глаза татарки – это что-то очень опасное, мне кажется. Я все еще в Татарстане. Рядом со мной Эльмира Калимуллина. Настоящее достояние республики. Певица и заслуженная артистка Татарстана. И вместе с ней мы приготовим... Бәлеш. Ой, как это красиво сказано. Еще раз. Бәлеш. Татарский Бәлеш. национальный пирог. Бәлеш. Мне кажется, можно чуть-чуть подкрыть. Бәлеш. Бәлеш. Идеально. В каждой семье его делают по-своему, а рецепт передают потомкам. Эльмире он достался от прабабушки. Для начинки нужны картошка, лук и 2 вида мяса – телятина и гусятина в равных частях. Телятина – это вкусное мясо, а гусятина добавляет сок, вот этот вот вкусный жир, и когда это да, все... более жирный. Ага. Да, объединяется, такой бульончик внутри варится вместе с картошкой. Мясо уже порезано. Остались лук и картошка. Их нужно практически измельчить. Пропорции такие. Мясо и картошки должно быть поровну, а лука чем больше, тем вкуснее. Я, когда была маленькая, мне купили такую небольшую разделочную доску. И когда прабабушка или бабушка резала домашнюю лапшу, меня тоже приучали к этому. И я считаю, что это очень правильно, когда девочка знает, как вообще готовить, знает национальную кухню, потому что история, она подкрепляет наши корни. Отлично сказано. А еще прабабушка научила Эльмиру, как сделать вкуснее любое блюдо. Нужно, пока готовишь, петь. Ayda qarmiğa mağsuğana bilgen kibik minem uyanna Kim tilemi sigen yara bilen Qımirlikka birge buluna Все. Аплодисменты. Прости, я потерялся в твоих глазах. А я в Это... твоих. О чем это было? Песня, конечно же, о любви. Признание Как же? девушке, молодому человеку. А, да. О том, что почему твои глаза голубые, а ресницы темные. Ты принес в мое сердце свет. Даже луна об этом секрете знает. Вот такие слова. От этого нежного голоса у меня в животе бабочки порхают. Ты Твои знаешь, родители, они бы расстроились, если ты сказала, вот, я влюбился в англичанина, например. То есть, если ты сказал, пап, ну я его очень люблю, он такой, у него голубые глаза, он англичанин, да. Он бы, да? ну, если он видит, что мои глаза горят, то да. Кажется, здесь становится жарко. Я чуть не забыл, зачем мы встретились. Тем временем все порезано, и можно приготовить начинку. Для этого смешиваем в одной миске лук, картошку и мясо. Осталось добавить соль, черный перец, лаврушку и перемешать. Теперь нужно замесить тесто. Нет, только не это. Мы сначала туда будем готовить нашу жидкую массу, а потом туда добавлять муку. А, да. Иначе тесто сначала, мука точнее, может впитать сначала масло, а потом воду. И получится немножко суховатое тесто. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла, 200 мл воды, 3 яйца и хорошенько взбиваем. Потом добавляем муку и вымешиваем тесто для пирога. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Так, давай соединим наши доски. Да, давай. Вот, немножко вот это. Да, чтобы не прилипало. Да. Какая скалка, а? Национальный инструмент каждой женщины, наверное, в русских селениях. Готовое тесто нужно разделить на 2 части. Одну побольше, вторую чуть поменьше.
Ту, что побольше, раскатать в лепешку. Она должна быть больше в диаметре, чем форма для пирога. Это будет нижняя часть беляша. Теперь нужно смазать форму подсолнечным маслом. Вот это очень крутая штука. Я первый раз вижу это. Это перья? Да, это перья, гусиные перья. У нас в деревнях всегда так делают. Вау. Ощипывают гуся. Слушай, очень круто. Да, это Так, очень хорошо надо помазал. просто помазать. Да. Давай теперь дно. И края тоже. Да, все. Укладываем на дно раскатанное тесто, оставляем края свисать. Так, теперь нам нужен тут... Ты что, ешь сырое? Я люблю. Серьезно? Это не Можно очень я вкусно, попробую? потому что без соли. Мама, не смотри это. Хотя я в детстве, знаешь, ела сырое Вот, тесто. когда мама готовила, я всегда... Прикольно. Да? Да, давай дуршлаг. Дуршлаг? Да, мы будем все это дело сливать, потому что иначе сок, который есть, протечет. Отлично. Так. Давай сюда. Ну я, наверное, Давай, вот давай, так. давай. Смело. По-деревенски. Оставшееся тесто делим еще на 3 части. Из одной лепим колобок, а из 2 других раскатываем 2 одинаковых круга. А я пока упакую, так скажем, наш беляш в такой небольшой конвертик, чтобы мы могли туда уже нашу крышечку из теста уложить. У тебя какой подход-то интересный. Мужской подход. Да, дорогая. это точно. Дальше закрываем наш пирог. И здесь начинается колдовство женских рук. Смотрите, как она упаковывает тесто. Делает надрезы. Конечно, можно обойтись и без этого, если лень. Но главное не забыть про наш колобок. Или, как говорит Эльмира, пимпочку. Благодаря этой пимпочке мы делаем некую крышку, благодаря которой мы будем определять готовность нашего беляша. Причем мясо готовится быстрее, чем картошка. Поэтому, когда картошка готова, значит беляш готов. Вырезаем посерединке отверстие, закрываем его пимпочкой и отправляем беляш в печь. Он будет готовиться примерно 1,5 часа при температуре 200 градусов. Для приготовления пирога по-татарски беляш понадобится телятина, гусятина, картофель, лук, яйца, мука, вода, масло растительное, бульон гусиный, лавровый лист, соль и перец. Время приготовления 2,5 часа. Наш пирог готов! Какой красавчик! Осталось залить для сочности внутрь немного гусиного бульона, порезать и... Ну что, пробуем? Давай. Давай. Очень хочется. А я сначала... Я А, как ты с мужик, теста. сразу тесто, чтобы все было в одном флаконе. Мне кажется, это бесподобно. Без лишней скромности. Мне страшно стало. Очень вкусно. Ура! Итак, второй этап нашего конкурса. Как вы знаете, уже с прошлой недели я и комитет по туризму Каталонии, мы проводим новый конкурс, победитель которого поедет в испанскую Каталонию. Будем проводить каникулы в Барселоне и на Коста-Браво. Итак, да, очень. Я хочу знать, что это за место. А подсказка очень простая. Ребра ягненка, ручной муравьед и самый популярный в мире леденец. Хорошая подсказка, да? Очень. Ничего не понятно. Ну все, работа сделана. Да. Давай еще кусочек сделаем. Давай еще попробуем чуть-чуть. Так вкусно.